Детского подросткового центра Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вообще в школе давно уже пора вводить, наверное, те самые уроки грамотности в интернете и поведения? Ну, на самом деле, такие уроки уже проводятся, и вопросы безопасности детей в сети интернет, они уже есть в школьной программе. Но проблема, знаете, в чем? В том, что родители покупают гаджеты с выходом в интернет, приобретают дошкольникам, младшим школьникам. И в этот период разговоров о безопасности в интернете нет в школьной программе. Они начинаются гораздо позже, уже в среднем звене. А как тогда вместе с покупкой того самого гаджета ребенку какие первые правила нужно объяснить? Вот, это очень важный вопрос, на который, я думаю, что это самая главная ответственность родителей, да, в первую очередь объяснить ребенку о тех опасностях, которые есть в интернете, о тех рисках. Но понятно, что маленькому ребенку нужно говорить об этом, в соответствии с его возрастом. И, как рекомендуют педагоги, психологи, самое главное – не запрещать. А самое главное – договориться с ребенком, создать определенные правила. Это как такая небольшая игра. Да? Давай мы там с тобой договоримся, есть правила. Да, там не больше скольки-то минут. Дальше, родители при этом, родительский контроль. Есть такая программа, которая… Контролировать все-таки надо. Обязательно контролировать. Вот на этом этапе это точно. Почему? Потому что в этом возрасте с ребенком можно обо всем договориться. Согласитесь. А до какого возраста еще можно контролировать, чтобы потом на конфликт с ребенком не наткнуться? Очень хороший вопрос, потому что в подростковом возрасте понятно, что может быть, скажем, какие-то протестные, у ребенка возникнуть. Поэтому здесь все, наверное, очень индивидуально. И я думаю, что любой родитель, который общается с ребенком, который разговаривает, и он всегда почувствует, когда уже есть границы, за которые и он может переходить, но только с согласия ребенка. Скажите, а если вообще не контролировать и все пустить на самотек, что может быть случится в этом случае? Смотрите, я когда провожу беседы, я говорю, есть электрический ток. Само по себе электрический ток – это штука такая опасная, но мы же говорим ребенку, когда он подрастает, не суй пальцы в розетку или еще что-то, да? То есть мы создаем правила, хочешь, скажем, плитку включить, нужно то-то, осторожно это и так далее. И что-то, конечно, запрещается. Значит, ни в коем случае делать так нельзя. И, конечно, первые шаги мы всегда контролируем, как ребенок пользуется электроприборами. То же самое с интернетом. То есть, первые шаги контролируем, а потом ребенок учится и может безопасно пользоваться. Кстати, на своем опыте хочу сказать, программа от Google Family Link называется. Я поставил ребенку и себе. И, в принципе, там можно вплоть до ограничения по времени отдельно по приложениям сделать. И, в принципе, еще такой один рычажок для мотивации ребенка. Ты сделай то, а я тебе сниму ограничения, еще поиграешь. Есть еще родительский контроль. Это то, что вы можете посмотреть, на какие сайты заходил ваш ребенок и так далее. Почему? Потому что мы понимаем, что контент, который есть в интернете, это все равно нужно контролировать. И объяснять ребенку, что те баннеры, которые всплывают, например, когда он находится в интернете, играет или еще что-то, что никогда по ним проходить нельзя, потому что можно попасть совсем не туда, куда
куда нужно ребенку. А также какие-то автоматические подписки там периодически Абсолютно. бывают. Вот я бы поддержал. Тоже у меня наболело, да. Я недавно, вот у ребенка Мегафон симка, я смотрю, там больше абонентской платы ушло. Столько подписок. То есть приходит смс, как по WhatsApp и так далее. Ребенок просто не знает, нажимает и автоматически подписывается. Да, вот так и происходит. Поэтому, когда мы проводим беседы, я ребятам говорю: ребята, ваше поведение в сети, оно касается не только вас, да, вашей безопасности, но и безопасности ваших родителей, ваших родных, потому что, ну, когда я говорю о том, что могут быть списаны деньги, это, конечно, их впечатляет, потому что сказать ребенку о том, что есть, да, они хорошие люди в сети интернет, плохие, то, ну, ребенку понятно. И есть преступники, которые хотят завладеть, ну, в первую очередь, конечно, деньгами. Ну, поскольку у вас денег нет, есть деньги родителей, и поэтому, пожалуйста, поберегите деньги своих родителей. Ну, вот так. Спасибо вам большое за такую полезную беседу. Да, действительно, чем раньше мы начнем как бы своих детей поддерживать и просвещать их по поводу своего поведения в интернете, тем как бы у нас меньше будет проблем в последующем. Большое спасибо, что вы нам, вот эти родителям, рассказали вот эти правила. Спасибо. До Друзья, свидания. ну а вам мы желаем тоже